Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Президент поручил Кабинету министров, профильным ведомствам и Госкомитету по статистике систематизировать работу и устранить расхождения с информацией, предоставляемой различными ведомствами. Проблемы национальной безопасности и итоги выборов Народное собрание обсудили в Центре социально-экономических исследований. В Сухуми прошел круглый стол, участники которого обсудили возможность создания в республике параллельных Ингурской гидроэлектростанций объектов для производства электроэнергии. Президент Аслан Бжаня провел совещание с представителями министерств и ведомств, посвященное вопросам государственной статистики. По его итогам глава государства поручил Кабинету министров, профильным ведомствам и Госкомитету систематизировать работу в сфере формирования статистики. Подробности в материале пресс-службы президента. Открывая совещание, глава государства обратил внимание на то, что по данным Госкомитета по статистике в некоторых отраслях экономики существуют расхождения с информацией, предоставляемой различными государственными ведомствами. Я начал сравнивать эти документы с другими документами, которые я получаю из правительства, от глав администрации и так далее. И тут я для себя обнаружил существенные расхождения. Я бы хотел понять природу этих расхождений. Вот я вас собрал в таком составе для того, чтобы мы научились этот документ читать единообразно, чтобы там были данные, которые отражают настоящее положение дел в отраслях и в экономике. Никаких приписок быть не должно. Я категорически против таких подходов. Аслан Бжаня подчеркнул, что мы приняли программу социально-экономического развития республики, и отправной точкой в достижении целевых показателей являются те данные, которые предоставляет Государственный комитет по статистике. Абхазский статистический ежегодник. Тут такие данные за 2020 год. Число мест коек в коллективных средствах размещения всего 17 198. В этой программе 25 тысяч. По данным, которые дает Министерство по туризму и налоговая инспекция, у нас совершенно другая цифра. 36 591 койко-мест. Можно как-то это прокомментировать? 36 тысяч и 17 тысяч, это верхнее и нижнее, все это отличается почти на 100%. Я небольшой специалист в статистике, вот. Но допустимые пределы статистической погрешности это сколько? 2-3%, да, Кама? До 10. В нашем случае до 10, да? 10 это очень много. 10, но не 100, правильно? Глава государства дал поручение правительству совместно с Госстатом пересмотреть механизмы и подходы к формированию государственной статистики. В совещании также приняли участие руководство администрации президента и главы администрации городов и районов. 6 апреля президент Абхазии Аслан Бжаня отмечает день рождения. Главе государства исполнилось 59 лет. На имя Аслана Георгиевича пришло немало поздравлений. Президент России Владимир Путин в своем поздравительном адресе отметил, что в Российской Федерации высоко ценят усилия Аслана Георгиевича по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства, существующих между странами. Владимир Путин пожелал Аслану Бжаня крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварчев в своем поздравительном адресе пожелал президенту оптимизма и успехов в решении ключевых задач развития республики, ускорению экономического роста и повышению благосостояния жителей страны. С днем рождения Аслана Бжаня поздравил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Ваша энергия, талант руководителя, высокие человеческие качества и неутомимая
деятельность, направленная на процветание Родины, укрепление экономического потенциала страны, снискали вам уважение не только в Республике Абхазия, но и далеко за ее пределами. В Южной Осетии дорожат сложившимися традициями дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Убежден, при вашем деятельном участии достигнутый уровень сотрудничества станет прочным фундаментом для дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних отношений, говорится в поздравлении Анатолия Бибилова. Председатель правительства России Михаил Мишустин от имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравил президента Абхазии с днем рождения. Хотел бы отметить ваш значимый личный вклад в упрочение российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства, отмечается в поздравительном письме. Михаил Мишустин подтвердил готовность к активному взаимодействию по правительственной линии и продвижению новых взаимовыгодных инициатив. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Аслана Бжаня с днем рождения. В России вас знают как убежденного сторонника дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства. Настроенный на продолжение результативного взаимодействия в вопросах развития республики, укрепления безопасности и стабильности в регионе на благо народов наших дружественных стран, говорится в поздравлении. Аслана Бжаня также поздравили председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак и экс-посол России в Абхазии Семен Григорьев, глава ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, директор совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Сигаев, глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии, члены Общественной палаты Совета старейшин, посол Абхазии в Боливарианской республике Венесуэла Зураб Гваджава, посольство Абхазии в Никарагуа, Союз абхазских добровольцев КБР, ректор АГУ академик Анна и Раен Олег Угварами, политические партии Айтейра и Амцахара. Кроме того, Аслана Бжаня поздравили горожане. Пожелания жителей столицы в следующем материале. Аслан Георгий Бжаня Авилариалархаз, Хаюк Бергот, Хайлосхот, Хагуяна год, Апсника Кашошой, Аграгот, Агузин Шейтат, Шадинухат, Пхера, Хазго Ю. Спасибо ему за работу. Здоровья, здоровья. Авилар Зиги Захпшу, Загурарго, Ид Ханахалут, Имшира, Изерех Шадраб Хергуана Губзира. Нас атенчера, нас иусураджа, итеги языкамтахо ауска ирласни нигдо, и вилраджабха данхад исканги, бседербо бс из тахчала дгурган шаткайта. Ицкюб хабиамта. Бснед ярада нахагла. И Мариама заамтаза дахагло паха такшита и усны игзаро ажлари хчаро ажларымат иворо вы и Мариам эбешенше омцан ергажлар дрыгым хат имбцман шалахаро ицхраро иганати гло ари чимтирепше нахове чешка колнагацо губзира гамч Абхиргона Губзира, Аманшалари. Очень ответственно это все, конечно, требует много эмоций, нервов, всего такого, но удачи, чтобы действительно вот цели были достигнуты, то, что хотелось бы видеть в будущем. Мне кажется, что он ведет политику правильно, ездит, договаривается. Тут, конечно, многие не понимают этого. Ну, а что теперь делать? Это всегда так было, так и будет, наверное. Ну, ему еще раз добра желаю, здоровья. Чтобы вы все задуманное вами смогли претворить в жизнь. Для народа Абхазии, для его цветущего, счастливого будущего. Я очень знакома хорошо с народом Абхазии, очень хорошо знакома с народами Северного Кавказа. И я должна и хочу подчеркнуть это, что вот такую самоидентичность
вот такую вот внутреннюю культуру, как ваш народ, мало кому из национальных республик удалось сохранить. Это мало в каких регионах можно встретить. Искренне, еще раз подчеркиваю, желаю вам всех благ земных, которые Господь отвел для человека. Мы сегодня поздравляем вас с днем вашего рождения и хотим, естественно, чтобы Абхазия расцветала, возрождалась, потому что это ваш дом, и пусть ваш дом будет уютным. Аслан Георгиевич, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам здоровья в первую очередь, и состояния счастья и душевного спокойствия, чтобы вас уважал ваш народ, чтобы ваша земля возрождалась, и люди были тоже счастливы. С днем рождения! Указом президента Аслана Бжани министром культуры Абхазии назначен Даур Кови. Другим указом президент освободил Даура Кови от должности заместителя секретаря Совета безопасности Абхазии. 10 апреля состоятся выборы президента Южной Осетии. Граждане Республики Южная Осетия, имеющие действительные паспорта гражданина Южной Осетии, могут проголосовать на избирательном участке номер 4 в здании Республиканской библиотеки имени Ивана Папаскир с 8 часов утра до 20 часов вечера. Проблемы национальной безопасности и итоги выборов в Народное собрание обсудили в Центре социально-экономических исследований. Организаторы мероприятий ЦСИ и Конгресс народа Абхазии. Во встрече приняли участие члены Общественной палаты, историки, общественные и политические деятели. Репортаж Гугут Савардания. Открывая встречу, кандидат философских наук Олег Домения подчеркнул, что проблема безопасности на сегодняшний день стоит остро. По его мнению, современный мир продолжает находиться в глубоком, тотальном, разрушительном кризисе. Домения также отметил, что в контексте проблематики безопасности есть возможность рассматривать угрозы не только извне, но и внутри страны – экономические, демографические, социальные, образовательные. Главное понимать, насколько мнение человека или группы людей соответствует интересам общества. Конечно, человек имеет у нас право, мы в государстве живем, в цивилизованном государстве, у нас есть конституция, у нас есть закон, у нас есть мораль, у нас есть все необходимое и нужное для того, чтобы нормально жить. И, конечно, мы должны уважать и не поносить, и не третировать таких людей, которые высказывают свое мнение, ибо без личного, индивидуального мнения и общего тоже не может быть. Отдельное мнение, позиция, точка зрения того или иного человека чрезвычайно важна и нужна. Да, но и общее нужно. Без общего вот это отдельное мнение может быть и полезно, но оно может оказаться ущербным, если нет общего мнения. Нет государственного мышления, нет мышления в контексте целого общества. Председатель исполнительного совета Конгресса народа Абхазии Давид Пилия вновь зачитал заявление, которое было сделано Конгрессом 1 марта. Выражая интересы народа Абхазии, исполком Конгресса народа Абхазии заявляет о своей решительной морально-политической поддержке действиям России. А мы могли по-другому отнестись к этой проблеме? Мы могли по-другому сказать? Мы могли сказать, что мы вас не поддерживаем? Ведь сегодня на фронтах Украины российский солдат решает судьбу будущего устройства государства, в том числе судьбу жителей Абхазии. Как мы можем по-другому отнестись к этому вопросу? И я считаю, что мы приняли правильное заявление, она поддержана всеми членами исполкома, и сегодня мы опять поддерживаем полный текст этого заявления, мы готовы об этом громогласно заявить. Я понимаю людей, которые, ну да, вот война, может быть и ядерная, и так далее, и так далее. Конечно, всякое может быть. Всякое может быть.
Но вы посмотрите, какое противостояние между Западом и Россией. Не на жизнь, а на смерть. Они идут на то, что начали закрывать представительства, консульства, уменьшают резко численность посольств, закрывают порты. Они готовы отказаться от газа, от угля, от нефтепродуктов и так далее. То есть они идут на лишение собственных граждан очень больших социальных дел ради того, чтобы наказать Россию. И Россия вынуждена была этот вызов, значит, принять. И Россия должна выстоять. Другого выхода нет. Вы посмотрите, в течение 8 лет, значит, шло настоящее истребление граждан Донецкой и Луганской республики. Запад как-нибудь отреагировал на это? Абсолютно нет. И мы должны быть очень аккуратными в своих заявлениях. Даже, ну, казалось бы, да, в ней заложена, конечно, большая, я понимаю, чисто такая женский подход, ну, да, слезы, страдания, гибель людей. Все это я понимаю. И я понимаю, что люди, которые подписали это заявление, это нормальные граждане Абхазии, они такие же патриоты Абхазии, как и мы. Но я такое заявление не могу подписать сегодня. Не могу. Просто нас не поймут. Это очень важный аспект. Я же неспроста сказал, что это подписали НПОшники. Если это были бы крестьяне из села, если это были бы простые наши граждане, да, с улицы, на рынке и так далее, это я еще понимаю. Но это самая образованная часть нашего общества, самая продвинутая часть. Они не могут не понимать, какие могут быть последствия вот таких вот заявлений. Конечно, наверняка не понимаю. Я даже, вот мне приходилось знакомиться с материалом одного молодого человека, который пишет так. Я не вижу места Абхазии даже в каком-то будущем союзе. Как здорово, а? Какой он молодец. У нас 1,5 миллиардная Абхазия, конечно, она не хочет быть в каком-то союзе. Но бывают разные ситуации, когда идет война, тогда мешать, так сказать, и возбуждать какое-то мнение, я считаю, это нецелесообразным. Почему привел в пример и нашу войну. В данном случае опрометчивый этот шаг был сделан. Вроде бы да, касается не Абхазии, война там на Украине идет. Все мы прекрасно понимаем, что от результатов этой войны будет зависеть наша судьба. И не только наша судьба, судьба всего мира. Сегодня. Это же результат не просто там какой-то конфликтов, Путин или это сам кто-то захотел. Все шло к этому все эти годы. Мы это прекрасно видели. Идет переустройство мировой системы. Участники встречи обсудили итоги выборов в парламент. Электоральное поведение и развитие экономики взаимосвязаны, подчеркнула экономист Хатуна Шатыпа, так как социально-экономическое состояние республики влияет на поведение избирателей. Хатуна Шатыпа рассказала о статистике электорального поведения на последних выборах. Население от 18 лет и старше в Абхазии составляет 200 тысяч человек. Но право голоса из них имеют только 120 тысяч человек. На выборы пришла только половина. Еще 80 тысяч, которые не принимали вообще участие, это 60 тысяч человек. И 20 тысяч, которые не поддержали вновь избранный состав парламента. То есть они отдали свои голоса за других кандидатов. Итого, за 33 депутата вновь избранного нашего нового парламента созыва 40 тысяч человек, если все просуммировать, все их голоса. В процентном отношении это 33,3% от списка избирателей. Это, можем сказать, такой вот уровень поддержки или уровень легитимности. И за этими, конечно, упрямыми цифрами скрываются серьезные угрозы избирательной системы Абхазии, ну и национальной безопасности. Говоря об итогах работы 6-го созыва, Хатуна Шатыпа подчеркнула, что за 5 лет не были приняты очень важные законы, такие как закон об образовании, государственной службе, о поддержке аграрного сектора. Не были внесены и поправки в закон об НДС. Хатуна Шатыпа привела данные по внешнеторговому обороту. Экспорт за 5 лет увеличился на 1,5 миллиарда рублей, а импорт на 11. То есть импорт в 5 раз
раз больше, чем экспорт. 90 сессий они провели, приняли 180 законопроектов, 400 постановлений, вносили изменения, дополнения. Я от себя могу добавить, что ни одно заседание без повестки о переводе сельхозземель из одной категории в другую и передаче их физическим и юридическим лицам для осуществления коммерческой деятельности. Без этой повестки не проходило ни одно заседание. Как такие результаты сказались? Вот мы взяли, Илона Валерьевна, вот следующий слайд. Значит, некоторые показатели социально-экономические с 17 по 21 год. И численность населения нашей республики за это время увеличилась на 990 человек, а вот численность занятых в экономике сократилась на 3194. В том числе в промышленности снижение 310 человек, в торговле 364, в строительстве 388. Рост имеем по среднемесячной заработной плате, но это без учета инфляции, за 5 лет 3633 рубля. То есть в среднем за год этот показатель увеличивался на 727 рублей. И еще один аспект. Показатель неравномерно, как развивается территориальная Абхазия, о чем мы неоднократно указывали. Как вы видите, в 2021 году доля города Сухум 61%, а вот доля всех 5 районов восточных, мы так называем, Сухумский, Гулрыбский, Чемчирский, Ткварчальский, Гальский районы, 5 районов. В 2017 году их доля была 9% по данному показателю, а сейчас 10%. 10 уже? Да, 10, рост на 1%. По мнению журналиста Мананы Гургулия, избирательное законодательство в республике очень слабое. Но мне кажется, есть абсолютно очевидные вещи, которые должны принять все. Ну, вот вчера даже не приняли такой пункт, как высшее образование. Я понимаю, что высшее образование не панацея, но все-таки, если речь идет о законотворческой деятельности, не просто о принятии закона, мы не имеем такого парламента, у которого мощный аппарат помощников, которые все это могут сделать. В конце концов, наши депутаты на постоянной основе работают. Там в 2 часа придите, вы большую половину почти никого не увидите. Мне кажется, что должны быть какие-то ограничители. Это должно быть высшее образование. То, что меня больше всего беспокоит как человека, как гражданина, я считаю, что недопустимо, чтобы мы избирали в парламент человека, у которого в биографии есть тяжкие уголовные преступления, даже если судимость снята. Это же не означает, что человек не может работать, заниматься бизнесом, я не знаю, быть членом партии. Фактически, знаете, по выборам, что я скажу, мое мнение, да? Тут можно разное говорить, да, 33% проголосовало, поддержало существующий, сформированный парламент. Но по-другому, мне кажется, что мне такое впечатление создалось, что людей все устраивает. В принципе, вот такой, активности, в сторону изменения существующей системы я не заметил со стороны населения. Говоря о теме выборов, председатель Союза журналистов Руслан Хашик отметил, что в пунктах закона, которые касаются выборов, должны быть четко прописаны правила работы журналистов. Очень много нюансов, но на это нужно как-то сообща вырабатывать эти механизмы, статьи, вписывать, чтобы мы могли, представители СМИ, мы могли, как 2 × 2 = 4, могли поднять документ, прочитать, как это нужно сделать. И журналисты не должны придумывать, и журналисты не должны страдать за то, что это в законодательстве не прописано. Мы действительно, вы видели, вы участвовали, журналисты, журналистское сообщество старается создать условия, выполнить, сделать это по-честному. Но если это все не расписано, все это не предусмотрел законодатель, нам это все предвидеть сложно.
В ходе беседы было предложено внести поправки в закон о выборах депутатов, касающиеся возрастного ценза от 28 до 30 лет. Также обсуждалась необходимость наличия высшего образования и знания государственного языка. Гугут Савардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В Сухуми прошел еще один круглый стол на тему перспектив альтернативной энергетики в Абхазии. Мероприятие было организовано Центром стратегических исследований. Участники круглого стола обсудили возможность создания в республике параллельных ингурской гидроэлектростанций объектов для производства электроэнергии, чтобы снизить зависимость страны от Ингургэс. Для полноценной эксплуатации энергокомплекса Ингургэс необходимо сотрудничество двух сторон – абхазской и грузинской стороны, которая основывается практически на устных договоренностях. То есть документов у нас нет. И от этого договоренности зависит, будет ли в Абхазии нормальное поступление электричества или нет. Как мы все хорошо знаем, у Грузии с Абхазией конфликт завершенный. И уже этого важного фактора должно быть достаточно, чтобы, на мой взгляд, направить все средства государства, все усилия на создание альтернативных мощностей для производства электроэнергии, не связанных, параллельных с существующей деятельностью Ингургэс, особенно ввиду многократно выросшего ее потребления в нашей стране. Ясно, что этот вопрос, имеющий стратегическое значение, затрагивает напрямую безопасность нашей страны. На этом фоне возникает вопрос, насколько у нас присутствует в нашем обществе в целом понимание чрезвычайной важности создания альтернативных источников генерации электричества помимо Ингургэс. Я надеюсь, что наши уважаемые гости ответят на этот вопрос, хотя у меня лично складывается впечатление, что мы даже к формулировке данной проблемы пока еще не приступали. И сегодняшний круглый стол как раз и призван обратить внимание общества на крайнюю необходимость начать, наконец, заниматься данной проблемой, привлекая для ее решения как имеющие у нас и специалисты, и ресурсы, так и извне и специалисты, и ресурсы, и изыскивать для этого необходимые средства. Расширенный репортаж с круглого стола смотрите в нашей программе после выпуска новостей. В селе Ктола Чемчирского района простились с абхазским добровольцем Ахра Киркинадзе, погибшим в боях под Донецком. Накануне 5 апреля память погибшего почтили президент Аслан Бжаня, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководство президентской администрации и члены правительства. Тело Ахры Киркинадзе было доставлено на родину 3 апреля по поручению руководства Абхазии с сотрудниками МЧС. Ахре Киркинадзе было 36 лет. У него остались вдова и 5 детей в возрасте от 13 лет до 9 месяцев. Была боевая атака. Называется она разведка боем. Их было 20 человек. Основное количество было это ребята с Абхазии. Были и местные ребята, были из России, но основная часть была с Абхазии. В атаку они пошли против 25-й бригады, десантно-штурмовая бригада ВСУ, спецназ. Против кого они пошли? Против 25-й бригады. Прорвали они первые 2 линии. Первую линию прорвали, вторую линию прорвали. И вот на второй линии, к большому нашему сожалению, прилетела 120-я мина, и Ахрик, и Роберт, они погибли, 2. Я потерял друга, брата, воина, абхаза. Вот что я потерял. На кого надеялся, на кого верил. Вот кого я потерял. Абхазия следит за ситуацией на Украине, где сейчас вместе с народами Донбасса сражаются наши добровольцы. Мы связались по скайпу с Ахрой Авицба, который участвует в спецоперации. Он рассказал о ситуации на линии фронта. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из интервью. Полную версию вы сможете увидеть в нашей сегодняшней программе. Ахра, у вас большая группа. Про вашу группу говорят, что вы участвуете в самых горячих точках. Это так? Ну, у нас всегда, так как наше подразделение всегда было единым с 2014 года, поэтому самые принципиальные или упертые моменты нас туда всегда приглашали, и мы никогда не отказывались. И на этот раз то же самое произошло. Напротив нас стоит 25-я аэромобильная бригада. Это не одна из самых, а самая мощная бригада Украины. И их спецназ славился всегда и до, и во время войны. Но наши ребята доказали, что характер сильнее выучки.
А абхазы наши состоят в вашей группе? Они вообще все в одной группе или они разбросаны? Нет, у нас наш батальон, и в нем все наши земляки, все вместе, просто разбросаны в разных взводах, потому что, как говорится, все яйца в одной корзине не держат, и поэтому все разбавили так по чуть-чуть, ну, в достаточном количестве, чтобы друг другу братское плечо оказать и с местными к колориту привыкнуть, к ментальности. Мы всех просто, у нас много позиций, мы обкатываем их по разным позициям, чтобы они все изучили в случае там необходимости быстрого выдвижения, чтобы они ориентировались на местности, поэтому обкатываем всех по чуть-чуть. Так как наши ребята не все же разом приехали, приезжают по 2-3 человека, и вот поэтому они идут в те группы, которые сегодня выдвигаются. Это не принципиально, мы не формируем группы, что вот чисто только наши братья пойдут или нет. Здесь все наши братья. Многие молодые люди хотят приехать и встать рядом с вами, но у них нет боевого опыта. Что вы скажете, насколько это приемлемо отправлять на фронт необстрелянных ребят, как говорится? Ну, здесь такая ситуация в 2014 году возникала, сегодня такой нужды нету. Тем более знаем, что наш противник Заингурский, он ждет удобного момента, чтобы сделать выпад. Поэтому, я думаю, молодежи надо готовиться, но не на войне. Я думаю, есть возможность сегодня прийти в регулярную армию, попросить их, чтобы они провели военно-полевые сборы и изучить вдоль нашу границу и понимать, где и как мы будем останавливать нашего противника, который может сделать выпад, чтобы отвлечь от Украины, открыть, потому что самое удобное для них это направление Абхазии. Поэтому я думаю, лучше тех молодых, которые не обстреляны, но патриотически настроены, что им стоит месяц провести в рядах нашей армии, ничего, чем идти сюда доказывать, что он не трус. Добавлю, чтобы ребята не рвались, нас здесь достаточно, не обязательно всем сынам Абхазии здесь быть. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Владимира Жириновского в начале февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Жириновский 6 раз был кандидатом в президенты России, в том числе и во время последних выборов 2018 года. Лидер ЛДПР был полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. Награжден орденами почета Александра Невского и медалью Столыпина 2 и 1 степени. После Отечественной войны народа Абхазии Владимир Жириновский приезжал в республику несколько раз. Приехал и в 2008 году после признания независимости нашей страны Российской Федерации. Встречался с президентом Сергеем Багапш. В 2005 году Владимир Жириновский был награжден орденом Махцевша 2 степени за вклад в укрепление дружбы между народами Абхазии и России. У республики великолепное будущее. Все будет здесь расцветать, процветать. И не только туризм, но и собственное будет производство, и климат позволяет, и здесь есть свои энергоносители, и геологи найдут здесь и нефть, и газ, и магистраль великолепная, есть железная дорога. То есть впереди теперь, так сказать, годы расцвета. И мы очень рады, что население Абхазии и Абхазии, все, кто здесь живут, будут чувствовать себя нормальными гражданами нового государства. Это не Грузия и не Россия, это Абхазия. Абхазия, и пусть всегда будет независимым, свободным государством. Поэтому многие еще у вас, могут быть, в оцепенении, еще не поняли, что вы стали свободными, что это сладкое слово «свобода» вы можете испытать, зная, что вы сегодня граждане Абхазии. И эта Абхазия будет звучать. «Выбери свой путь». Так называются уроки, которые проводят инспекторы по делам несовершеннолетних в МВД в общеобразовательных учреждениях республики. Об этом в материале пресс-службы Министерства внутренних дел.
В системе Министерства внутренних дел Республики Абхазия установлена многолетняя практика социально-образовательного взаимодействия с подрастающим поколением. Сотрудники подразделений милиции общественной безопасности, именно инспектора по делам несовершеннолетних УВД по городу Сухум, проводят антинаркотическое мероприятие «Выбери свой путь» в общеобразовательных учреждениях республики. С учениками проводится профилактическая беседа на тему «Мое здоровье, моя программа». Дети с большим удовольствием участвуют в тематических конкурсах, где могут отразить свое представление о здоровом образе жизни, влияние вредных привычек на здоровье человека. В игровой форме учащиеся средних и старших классов с легкостью овладевают необходимыми знаниями и навыками. Цель нашей сегодня с вами встречи посвящена антинаркотическому мероприятию «Выбери свой путь». Какой он будет, у каждого из вас зависит только лишь от вас. Новые приоритеты в системе ценностей, интересов и социальных норм у молодежи найдут в дальнейшем отражение в их сознании, а затем и в поведении, активности и в конечном счете в социальном самочувствии. Огромное значение в этом должны сыграть как объективно существующие условия жизнедеятельности, так и последовательная система воспитания и пропаганды новых прогрессивных ценностей, что является целью проводимых мероприятий, организованных Министерством внутренних дел Республики Абхазия. Для подростков, родителей и лиц, попавших в сложные социальные ситуации, круглосуточно работает горячая линия. Доверие и помощь не подлежат статистике, но правильный совет в критической ситуации, а бывали случаи реальной защиты, на сегодняшний день актуален и квалифицированные в данном направлении сотрудники милиции всегда готовы перейти на помощь. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС объявляет набор соискателей на должность водолаз с отправкой на учебу в Республику Крым сроком на 2 месяца. Обращаться в будние дни с 9 до 18 часов. Справки по телефону 921 22 17. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 7 апреля, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 5, плюс 10, днем 11-16. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.